эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Для оказания финансовой помощи пострадавшему населению подтопленных территорий Якутии предварительно необходимо более 35 миллионов рублей, из которых на единовременную материальную помощь нужно 7 миллионов рублей и 28 миллионов рублей на выплату за утрату имущества первой необходимости. Для получения выплат первичным документом является акт обследования пострадавшего объекта, который составляется на месте специально созданной комиссией муниципального образования. Обследование проводится после спада воды для проведения детального осмотра всех объектов. Каждая пострадавшая семья обращается с заявлением об оказании материальной помощи в адрес главы муниципалитета. Правительство Якутии создало финансовый резерв в размере 120 миллионов рублей для ликвидации последствий паводка и других чрезвычайных ситуаций. Также накоплен резерв материальных ресурсов на общую сумму 98 миллионов рублей. У органов местного самоуправления республики финансовый резерв в общем составляет 83 миллиона рублей, а резерв материальных ресурсов 77 миллионов рублей. Все пострадавшие в результате паводка в Якутии получат материальную помощь из федерального бюджета. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МЧС России Владимир Пучков на встрече с жителями Амгинского района Якутии. Каждый пострадавший получит помощь из федерального бюджета резервного фонда правительства Российской Федерации. Будут осуществлены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому пострадавшему, а также компенсации в размере 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество и 100 тысяч рублей за полностью утраченное имущество, сказал Пучков. Помимо этого, президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные решения об оказании помощи пострадавшим от паводка в Якутии. Руководитель республики Егор Борисов предложил ввести режим ЧС федерального значения, благодаря которому в республику будут направлены средства из федерального бюджета на минимизацию ущерба от паводка, а также усиление группировок сил МЧС Российской Федерации. В данный момент в республике действует режим ЧС регионального значения. Для объявления ЧС федерального масштаба должно пострадать более 500 человек. Материальный ущерб должен составить более 5 миллионов минимальных размеров оплаты труда. Нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек и, если зона чрезвычайной ситуации, в пределах территории более 2 субъектов федерации. Якутия получит 627 миллионов рублей субвенций из федерального бюджета на тушение пожаров. В этом году субвенция из федерального бюджета будет увеличена на 225 миллионов рублей. Отметим, что общая площадь лесного фонда республики составляет 1/5 часть всей страны. Мы приняли решение погасить кредиторскую задолженность по прошлому пожароопасному сезону за счет субвенции этого года и финансирования авиалесохраны также текущего года, сказал первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников. Жители Якутии могут принять участие в оценке доступности финансовых услуг в малонаселенных и труднодоступных районах. Специальное онлайн-анкетирование проводится Дальневосточным главным управлением Банка России для оперативного мониторинга ситуации в районе. Анкета состоит из 6 вопросов о доступе к интернету и его качестве, наличии в магазинах и на почте электронных терминалов и банкоматов, возможности безналичной оплаты коммунальных услуг на почте. Кроме того, в разделе «Комментарии» можно отразить проблемы, пожелания или предложения, не включенные в вопрос. Процедуру покупки квартир для работников бюджетной сферы начали в Ленском районе Якутии. На эти цели из районной казны выделено 64 миллиона рублей. Торги проходят путем электронного аукциона. Первыми выставлены лоты на покупку двухкомнатных квартир. Их планируется приобрести в количестве 9 штук. Всего же в этом году в Ленском районе квартиры получат более 35 врачей, учителей и работников культуры и спорта. Во втором этапе электронного аукциона, который пройдет в июле 2018 года, будут приобретать 18 однокомнатных и 9 трехкомнатных квартир. Стоит отметить, что жилые помещения в деревянных домах для выкупа под муниципальные нужды по-прежнему не рассматриваются. По прогнозам Центробанка, рост реальной зарплаты россиян в течение этого года составит 7–8%. При этом в первом квартале этого года прирост реальной заработной платы составил 9,5%. Аналитики Центробанка связывают это с выплатами премий в частных компаниях в конце прошлого, начале нынешнего года.
В России отмечают рост объемов розничного кредитования. По данным Бюро кредитных историй Equifax, значительный рост объемов розничного кредитования в первом квартале 2018 года обеспечен не столько увеличением числа выдаваемых кредитов, сколько ростом их размеров. По данным Центробанка, за первые 3 месяца этого года прирост портфеля розничных кредитов составил 454 миллиарда рублей. За этот период было выдано кредитов более чем на триллион рублей. По наиболее массовому продукту, кредиту наличными, который также часто называют кредитом на неотложные нужды, средняя сумма достигла исторического максимума – 141 тысячу рублей. Эксперты опасаются, что такой рост может привести к увеличению закредитованности отдельных слоев населения, поскольку люди не всегда способны оценить свои силы. Реестр криптоинвесторов появится в России. Их идентифицируют по паспорту и ИНН. Им также придется пройти сертификацию для возможности вкладывать деньги в ICO-проекты. Официальный список криптоинвесторов, которые создадут в России, будет вести Центральный банк или Министерство финансов. Криптоинвесторам придется проходить сертификацию для возможности вкладывать деньги, как и в случае с квалифицированными инвесторами. Криптокошелек привяжет к паспортным данным и ИНН, что исключит анонимность расчетов. Кроме того, криптоинвесторов можно будет идентифицировать по биометрическим данным. Правительство одобрило концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года. Документ предусматривает инвестиции в развитие туризма на сумму более 400 миллиардов рублей. Большая часть этих средств будет привлечена из внебюджетных источников. Согласно документу, в ближайшие годы в России предполагается развивать различные виды туризма – культурно-познавательный, событийный, экологический, деловой, круизный, паломнический, горнолыжный, санаторно-курортный и оздоровительный. Сейчас эта отрасль формирует более 3% ВВП страны. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.